Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами в студии прокурор Урмарского района Александров Денис Родионович. Сегодня в программе «Ваше право» мне бы хотелось донести практику рассмотрения Урмарским районным судом уголовных дел по Урмарскому району. Не так давно Урмарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя района. Судом было установлено, что он допустил неуплату алиментов, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по части 1 статьи 535.1 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья административного законодательства предусматривает ответственность за неуплату алиментов родителям по решению суда свыше 2 месяцев или более. И отбыв соответствующее наказание в виде 40 часов обязательных работ, он выводов для себя не сделал, не трудоустроился, в центр занятости на учет не встал в целях поиска работы и, более того, вновь не уплачивал алименты, тем самым допустив их рост. По результатам рассмотрения судом доводы стороны обвинения нашли подтверждение, и ему было назначено приговором суда наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10%. Данный приговор в законную силу не вступил. Он находится на рассмотрении и изучении прокуратуры района. Следующее уголовное дело тоже в отношении жителя района. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного статьей 111 частью 2 пункта З Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за причинение умышленного тяжкого вреда здоровью человеку с применением предметов, используемых в качестве оружия. По обстоятельствам уголовного дела и в ходе судебного следствия было установлено, что в июне 2019 года у себя по месту жительства в Урмарском районе этот 30-летний гражданин нанес ножевое ранение своему брату, в результате которого брату, потерпевшему, был причинен тяжкий вред здоровью. По результатам рассмотрения судом, с учетом мнения стороны государственного обвинения, с учетом ряда смягчающих обстоятельств по делу, был вынесен приговор с назначением подсудимого наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Данный приговор также пока в настоящую силу не вступил. Прокуратурой Урмарского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обращению гражданки Урмарского района. Так, в ходе проверки установлено, что указанная гражданка включена администрация Урмарского района в очередь на предоставление жилых помещений еще в октябре 2013 года, однако до настоящего времени обеспечена жильем не была. В то же время в силу требований части 1 статьи 109 прим. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 8 Федерального закона от 1996 года о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, однократно им предоставляется благоустроенное жилое помещение из фонда специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилищного фонда. По результатам проверки доводы обращений нашли подтверждение, и в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура района направлена в январе текущего года в Урмарский районный суд исковое заявление об обязании администрации Урмарского района обеспечения жилым помещением данной гражданки. В декабре 2019 года прокуратура района проведена проверка по анонимному обращению работников открытого акционерного общества «Урмарская племенная птицефабрика». В ходе проведенной проверки было выявлено, что на предприятии допускаются сроки выплаты заработной платы, а также в нарушение требований статьи 136, 236
Трудового кодекса в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы работникам не производится выплата денежной компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы. Более того, в ходе проверки выявлено, что 11 работникам предприятия, находившимся в отпуске на момент проведения проверки прокуратуры района, не выплачены отпускные на сумму более 102 тысяч рублей. В то же время часть 9 статьи 136 Трудового кодекса усматривает, что отпускные должны быть выплачены работнику за 3 дня до ухода его в отпуск. По результатам проведенной проверки прокуратуры района приняты меры и вынесены акты прокурорского реагирования, а именно в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении директора предприятия возбуждено административные производства по статьям части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях и части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По результатам рассмотрения актов реагирования нарушения трудового законодательства на предприятии устранены, а руководитель предприятия постановлениями Государственной инспекции труда привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере 2 и 10 тысяч рублей.